После того, как Трамп ввел санкции в отношении Huawei, продажи компании в США снизились на 25%. Началом экономического кризиса между США и Китаем стало повышение налогов на импортируемые сталь и алюминий, подписанное Трампом 8 марта в прошлом году. Сначала госпошлины были подняты на 10%, затем последовало еще одно повышение до 25%. Еще одним ударом по китайской экономике стал отказ Google от предоставления компании Huawei программного обеспечения системы Android. По прогнозам статистического бюро Fubon и исследовательской компании Strategy Analytics, в течение года продажи одной из самых крупных компаний по производству смартфонов, которой является Huawei, снизятся от 4 до 24%. Премьер-министр Греции Алексис Чипрос заявил, что Греция и Турция обоюдно стараются избежать конфликта в Средиземном море. Выступивший на государственном телеканале ЕРТ, Чипрос сообщил, что на последнем собрании Евросоюза европейские страны поддержали Грецию и выступили против Анкары, ведущей незаконный поиск нефти и газа в Средиземном море. Россия подтвердила информацию о том, что российские военные обучали солдат Венесуэлы. После угроз США в Венесуэлу прибыли сотни российских военных специалистов для обучения своих коллег, сообщил посол России в Каракасе Владимир Заемский. Посол подчеркнул, что Хуан Гуайдо и другие оппозиционеры попали под влияние радикалов и внешних сил. Для оказания помощи своему союзнику российские военные были дислоцированы в начале марта. На горе Агунг, расположенной в индонезийском острове Бали, произошло извержение вулкана. Все вылеты с международного аэропорта Бали были отменены. В результате извержения пострадало 8 поселков, находящихся у подножья горы. Правительство призвало жителей использовать респираторные маски. Вулкан Агунг находился в спячке с 1963 года после крупного извержения. Активность вулкана была замечена в 2017 году. Столкновение армии национального согласия Ливии, занимающей позицию на юге Триполи, и лидера вооруженных сил, расположенных на востоке Халифы Хафтера, ужесточились. На данный момент нет достоверной информации о погибших и раненых. Напомним, что 4 апреля генерал Хафтер отдал приказ о наступлении на Триполи. В ответ армия национального согласия начала операцию под кодовым названием «Вулкан гнева». Для того, чтобы поддержать лидера иракских шиитов Муктаду ас-Садра, желающего оградить Ирак от вероятной войны США с Ираном, тысячи людей вышли на улицы Багдада и Карбалы. Митингующие выкрикивали лозунги с призывом установить мир в регионе и сохранить Ирак от войны.